Добрый день, дорогие подписчики «Кактус Медиа». Мы с вами снова встречаемся в пятницу, чтобы снова поговорить о наших с вами правах в период пандемии. Ну, поскольку со мной рядом Гульнур Туралиева, то, наверное, вы догадались, что сегодня мы будем говорить о СМИ и медиа. Сегодня мы говорим с вами о правах человека на доступ к информации в условиях, когда мы все с вами были вынуждены сидеть на карантине. Гульнур Туралиева, медиаэксперт. Здравствуйте. И первый вопрос. Повышается ли наша потребность в информации в период пандемии, в период карантина, или все остается так же, на ваш взгляд? В период любого кризиса необходимость успокоить себя, знать, что происходит и так далее, оно, конечно, увеличивается. И вот этот спрос на информацию, он также увеличивается, потому что кризис любой, он создает стресс, а отсутствие информации создает дополнительный стресс. Поэтому я уверена, что повышается спрос на информацию и нужно. И вот как наши власти, вот мы там год находимся уже в условиях этого больше года, как наши власти справились с этой задачей предоставить нам информацию? Ну, говоря именно о тактике властей, очень важно сказать о том, что именно в марте неверие в существование вируса, заболевания, да, оно было очень высоким. То есть уровень вообще при этом недоверия к властей также был высоким. Да. И зная о том, что люди не верят в то, что есть коронавирус, первым делом нам нужно было показать людей, которые заразились, показать, какие у них симптомы, как они это переносят, но был такой негласный приказ от властей о том, чтобы не показывать больных коронавирусом и вообще как бы попытаться замалчивать эту тему, чтобы не показывать и не стало явным вот это бездействие властей. То есть первое, что нужно было сделать, это, конечно, дать доступ в больнице, дать доступ к медсестрам, к врачам, к интервью. Но я помню, как мне звонили все журналисты, говорили: ты можешь как-то по блату организовать, что ли? Врачи были страшно напуганы, то есть к ним невозможно было прийти, взять интервью, медсестры, больницы закрывали для журналистов, то есть такой страх проболтаться о чем-то, он был очень сильным. И буквально начали говорить о больных коронавирусом там, через 2 месяца, да, и первым доступ дали, понятно, КТРК. Да, это Госканал. Да, и начали какую-то информацию получать через пресс-службу Минздрава, то есть они начали делать эти видео, ролики и так далее. Но время было упущено. И второе, это, наверное, второй поток информации, который был очень важен, это о самих ограничениях. То есть, наверное, тоже помните, как люди не знали вообще, что за желтая карточка, что за зеленая карточка, можно ли проезжать, где стоят вот эти блокпосты, да, кто может проезжать. И вот это такая растерянность была, и она вызывала, конечно, страшный гнев. Особенно у людей не перестали умирать близкие, они не могли проехать, да, у людей не перестали в больницу попадать, да, дети и так далее, да, и пожилые родители были тоже оторваны, да, вот от коммуникации. Разделенные семьи. Но в тот период ведь журналисты не были отнесены к группе людей, которые имеют право работать, то есть имеют, да, пожарные, милиция, врачи, работники продовольственных магазинов, а мы точно так же сидели, как все, и не имели права. Вот как вы расцениваете такой запрет на журналистскую деятельность? Это был абсолютно антиконституционный запрет, который на самом деле сыграл плохую шутку
для властей тоже. То есть вот это их время, да, вот начало конца, скажем, прошлой власти, оно началось тогда, когда закрыли полностью людям доступ к информации. Во-первых, он был незаконным, во-вторых, он был глупым, потому что я приводила примеры, анализировала около 5-6 стран, в которых первым делом, первой группой, которая могла передвигаться, имела доступ, да, в различные госучреждения и другие организации, и доступ ездить по городу и так далее, это были журналисты. В Англии, например, журналистов не только выделили в такую важную приоритетную группу, но даже разрешили их детям ходить в детские сады, которые были закрыты. И для этого выходили воспитатели, и в те школы, где у журналистов были дети, те школы работали, потому что настолько важной признавали работу журналиста. И все же, ну, понятное дело, что на период пандемии СМИ не закрылись, мы продолжали работать. Вот как вы оцениваете работу в целом журналистов, в целом СМИ в Кыргызстане и вот отдельных СМИ вот в период пандемии, какую роль сыграли журналисты? Потому что, ну, есть разные точки зрения. Кто-то говорит, что мы увеличили вот эту панику. Ну, кто-то говорит, что правда, она и есть правда, какой бы она ни была. Мне кажется, что журналистам просто не дали поработать так, как они могли бы, потому что я помню, они очень сильно хотели делать истории и пациентов, да, и родных, и вообще показать ситуацию, ту как бы полную картину, да, но у них не было возможности, они сидели дома, не было доступа к этим пациентам, не было доступа к нормальной статистике. Вот, особенно тяжело было телевизионным журналистам, потому что без картинки очень сложно, да, вообще что-либо показывать, да, только старые фотографии. Вот, поэтому я думаю, что в тех условиях, которые были, они сделали максимум того, что могли. Некоторые, конечно, успевали все равно выходить из дома, да, вот я помню Азатык, он гулял по пустым улицам Бишкека, хотя бы показать какую-то картинку, что вот сейчас происходит, да, ну, скажем так, мертвый такой город. Вот, многие СМИ перешли на онлайн-интервью, и очень даже хорошие интервью они делали с международными экспертами, потому что к местным доступа не было, они делали с международными. И мне кажется, они старались как-то вот сильно разнообразить уже темы, потому что вот к чему был доступ, да, к тому вот и пытались. Да. Вот этот вот самый страшный период, ну, будем надеяться, позади, сейчас ситуация изменилась. Вот сейчас предоставление информации властями, именно властями, официальной информации изменилось, как вы ее оцениваете? Я думаю, что нынешние власти, они достаточно открыто подают информацию о коронавирусе, то есть у нас есть статистика, у нас есть такие посылы от властей, да, откровенные, когда говорят, что возможно ухудшение, то есть сейчас никто не говорит о том, что вот это там закончится через месяц, да, или там через 2 месяца, как раньше нам об этом говорили. Постоянно пытаются, да, власти напоминать о том, что есть угроза, и угроза еще не преодолена. Вот, ну и в условиях того, что у нас практически после этого не было локдауна и карантина, мне кажется, у журналистов очень хороший есть сейчас доступ к информации и к врачам, и к экспертам, и к пациентам, и к больным. То есть, мне кажется, вот это, наверное, для всех стало уроком ситуация черного июля, да, когда, помните, начали на YouTube-видео Сооронбай Жээнбекова ставить дизлайки,
просто массово, да, Да, там и тысячами, он не успевал удалять Всё видео, это, да, но это было просто показательным, такое, ну так скажем, протест социальных медиа против вот этого сокрытия информации, против этой вялой реакции на все происходящее, да? ну вот сейчас все равно я чувствую, что люди не верят официальной информации. То есть понятное дело, что мы ориентируемся на происходящее вокруг, мы видим, что число знакомых, которые болеют коронавирусом, снова возросло, поэтому понимаем, что вот эта возрастающая статистика официальная, она правдива. Но с другой стороны, люди, особенно те, у кого есть дети, которые учатся в школе, думают, что ситуация искусственно нагнетается, плюс, потому что якобы не хотят открывать школы. Вот эта настороженность к официальной информации, вот это неверие, как вы думаете, чем объясняется? Мне кажется, люди нисколько, ну это лично мое мнение, мы можем только предполагать. Понятное дело. Да, нисколько не верят тому, что у нас есть коронавирус и число заболевших увеличивается, сколько они не верят в то, что власти готовы взять ответственность за какой-то участок работы. То есть они, в принципе, не видят, что у нас есть чиновник, который говорит: слушайте, это вот мой участок, я беру за него ответственность, и если будут больные дети, то мы будем как бы гибко реагировать на ситуацию. Просто видите, вот этот гибкий подход вообще к управлению, да, системой здравоохранения в школах, он же требует от чиновника постоянно работать. Наши чиновники, они не любят работать. Вот легче же вот просто закрыть. Запретить. Да, вот вы запретили, и вы сидите спокойно, ничего не делать. А тут вам нужно каждый день брать статистику, каждый день смотреть, да, что делать, какой класс увеличить, какой класс там сократить, да, делать графики, да, там, найти деньги на антисептики и так далее. Зачем? Можно просто закрыть. Люди у нас не верят в то, что чиновник готов ответственно работать и с мозгами. Вот, у нас, в принципе, все делается так, чтобы мы меньше, да, не работали. Вот, поэтому это недоверие, оно понятно. Во многих странах, в принципе, школы были открыты, где ситуация была такая же, как бы такой же тяжести, как у нас. Вот, они закрывались действительно в таких странах, там, как Англия, Испания, Италия, где была очень тяжелая ситуация. Вот, и при этом все равно такие, скажем, умные подходы, они вообще не наблюдались в реагировании, да, на эту угрозу. Вот, и мне кажется, что люди очень справедливо возмущаются тем, что им пытаются что-то запретить, не попытавшись что-то решить. Да? Да. Ну вот смотрите, да, нам показывают статистику. При этом мы не совсем понимаем, откуда берется эта статистика, да, ну просто говорят, вот столько-то, да, там зарегистрировано, столько-то выздоровело. При этом уже анализ мы делаем сами. Мы не видим, что правительство анализирует эти данные. Речь даже не идет о количестве заболевших, да, вот у нас сейчас с вами ситуация по паспортам, потому что они не посчитали, вот что должны делать власти, с вашей точки зрения, для того, чтобы мы, граждане, получали информацию все-таки в полном объеме? Ну, получается, как вы правильно заметили, вот у наших властей нет вообще прогнозирования как такового, то есть прогнозирования и аналитического подхода, да, то есть, к примеру, как работают даже малюсенькие компании, да, они собирают данные это все, да, сейчас, и на основе данных они делают прогноз, делают там 4-5 сценариев развития, да, из этих сценариев они видят какой-то результат и выбирают этот результат. У нас
всегда есть только один сценарий. То есть это сценарий на основе на основе слов, да, так скажем, какого-то чиновника, высокопоставленного чиновника, и нет прогнозирования, то есть даже в период первой волны в марте оксфордские ученые здесь совместно с местными сделали 4 сценария ABCD, все просчитали, и они спрогнозировали ситуацию, ухудшение уже там. То есть они нам рассказали, что вот будет так или, в зависимости от того, как мы будем себя вести. Да, они все это сделали, но их не стали слушать в правительстве и полностью проигнорировали. То есть у нас вообще нет уважения к ученым, к экспертам, у нас нет уважения к продуктам их деятельности, да, ученых, подходов, аналитики и так далее. Просто сравните, как выступает министр здравоохранения Казахстана. Он делает презентацию, у него есть прогнозы, у него есть данные, у него есть информация о том, сколько у них коек, да, сколько лекарств, через сколько месяцев надо закрывать Алматы, да, к примеру, и он говорит, если мы закроем на 2 недели, то мы сможем обслужить 3000 больных, да, если мы закроем на месяц, то мы сможем еще растянуть и так далее. Все, это такое, знаете, это уже другой язык, это язык результативности, язык науки, язык людей, которые реально пытаются решения построить на такие как-то evidence-based, да, то есть на каких-то данных и доказательствах. У нас, к сожалению, еще ни один чиновник так не выступил, у нас нет картины. Даже сегодня мы не знаем, у нас вчера, допустим, 380 больных, да, то есть когда этот будет пик, да, когда этот пик наступит, мы не можем прогнозировать ни поездки, ни путешествия, ни, не знаю, какое-то время Не выходные, потому что министерство решит это в последний момент. Да, и даже когда оно решит, оно его отменит за 2 часа, а потом через 3 часа оно опять решит. То есть, смотрите, они говорят, школа откроется 1 апреля, школы закупили мясо, картошку, да, вызвали всех не знаю, водителей на работу и так далее. В последний момент, за 2 часа они говорят, это все отменяется, у них испортилось мясо, масло, молоко и так далее. Кто за это отвечает? Никто за это не отвечает. То есть за такие бездумные решения, я просто на простом примере говорю, чтобы большое предприятие начало работать, ему нужно неделю заводиться, да, так скажем, готовиться. Они готовятся и в последний момент им отменяют. То есть мы постоянно несем убытки от бездарных чиновников, да, постоянно. Мелкие примеры и большие примеры. То есть, смотрите, право на информацию и информация в достаточном объеме дает нам не только психологический комфорт, но и возможность экономить, правильно распределять свое время, свои ресурсы. Абсолютно, да. Как личные, как семейного бюджета, так и государственные. Сейчас этого не происходит. Да. Вы видите, что какие-то подвижки все-таки начались? Или нет, ситуация не меняется, потому что у нас все-таки произошла смена власти? Мне кажется, что сейчас, независимо от того, кто пришел в качестве не знаю, руководителя комиссии, да, этого штаба и так далее, все-таки у нас сейчас есть опыт, который невозможно игнорировать, да, и на основе этого опыта все-таки решения принимаются более уже, наверное, не то чтобы взвешенно, но заранее. Допустим, когда начали делать эти стационары, да, то есть это такая идея была, ее нужно было быстро делать. Сейчас уже и штаб, и все чиновники, они знают, как это делать, что делать, да, и так далее. Или те же колл-центры, да, которые создавались за 2 секунды. Сейчас у них есть выделенные линии уже, у них есть люди с опытом. Да. Поэтому, мне кажется, опыт помогает.
Сын ошибок трудных. Да, но не со всеми как бы вызовами помогает, да, потому что новые вызовы... Но дальше будет все-таки легче. Я как бы была в этом уверена, пока не появилась тема иссыкульского корня. А теперь я не скажу, что я прям уверена. То есть такие угрозы, они впереди, да, еще. То есть мы еще не знаем, с чем нам придется столкнуться. Да. Но вот смотрите, все-таки теперь информация появилась. И людям уже кажется, что ее слишком много. И действительно и фейки, где-то все это правильно, где-то честная информация. И вот что делать человеку, чтобы, во-первых, разобраться в этой информации, чтобы понять, где она настоящая, и как реагировать на ту или иную информацию. Потому что врачи иной раз просто говорят, вообще ничего не читается. Ну, во-первых, Вы это... вот как медиа-эксперт. Да, но вот эта проблема с фейками, она до сих пор очень такая острая. То есть я не знаю по каким каналам, но все равно я получаю на WhatsApp какую-то фейковую информацию и по коронавирусу, и по другим, да, темам. Вот, и Хотя, тема... казалось бы, весь этот год мы занимались развенчанием фейков, и все равно присылают то же самое. Да, присылают, да, и мало кто проверяет. Ну, начиная там от безобидных вещей, там, дети, да, там, итальянских теноров выступают, и заканчивая реально медицинская информация. Вот, то есть, первое, это все-таки критическое отношение к любой информации. Я вот замечаю по своим близким родственникам, которые много далеки, да, от моей сферы, что они никогда не задают себе вопрос, это правда или нет. То есть это просто очень такой простой тест, простое упражнение. Это правда или нет? Это может быть правда или нет? То есть одно сомнение, оно может уже помочь, да, с таким критическим восприятием информации. Второе, это, да, как вы сказали, это абсолютно эмоциональная перегруженность. И я не психолог, но сама как человек, очень много проводящий времени, да, в социальных сетях, читающий много информацию, все-таки нам нужен отдых. И достаточно такой хороший отдых от информации, особенно, вы знаете, все-таки и коронавирус, и другие заболевания, они все, как бы, течение их может ухудшиться в связи с эмоциональным, да, каким-то напряжением. Но вы посмотрите, вот там мы читаем про убийство Айзады, да, там изнасилование ребенка, да, избиение, там, не знаю, ребенка, и так далее. То есть, да, в какой-то момент я начала читать в социальных сетях где-то постов 10, которые назывались «Эмоциональное выгорание». То есть эти люди, они очень сильно погрузились во весь этот негатив, и чувство тревожности. Вот вы раньше просыпались, вы пьете кофе, пока вы не зашли в социальные сети, у вас нет чувства тревожности. Это прекрасно. Да, вот как только вы начинаете пользоваться, да, социальными сетями, возникает это чувство тревожности. Все-таки надо себя беречь. Я за то, чтобы себя беречь. Больше говорю сейчас, да, как лайф-коуч, но да. Значит, смотрите, как все-таки сейчас, в период пандемии, властям выстраивать отношения, вот давайте так дадим совет властям, на ваш взгляд, выстраивать отношения со СМИ, чтобы максимально быть полезными и как себе, так и обществу. Ну, нет вообще каких-то новых изобретений. То есть СМИ, у них очень простой набор требований, да, то есть предоставляйте возможность брать интервью, комментировать, да, давать аналитическую информацию по запросу, на острые темы делать быструю реакцию, да, потому что, ну, что бы ни случилось, журналисты начинают звонить и не дозваниваться, и, конечно, это
отбирает у них кучу времени, да, и так далее. И последнее, это, конечно, не преследовать за то, что было опубликовано, и не пытаться звонить, исправить, да, и так далее. Ну, простой набор. Для властей это тоже обычное выстраивание коммуникации, то есть быть открытым, реагировать вовремя, не заставлять СМИ там ждать, когда дадут интервью, быть проактивными, выходить проактивно, да, и в социальных сетях, и так быть доступными, открытыми. Мне кажется, здесь ну, нету такого какого-то, да, там, велосипеда. Который стоит изобретать. Да, но я просто хочу сказать, что каждая власть, она в какой-то момент пытается закрыться, потому что она не выносит критики, да. Вот, в этот момент нужно сформировать такое отношение, что критика и открытость, она все-таки позволяет выпустить этот пар, да, и лучше будут критиковать за ошибки, чем за... Чем потом это все взорвется. Да, оно просто взрывается, и мы же это видели же, как это в октябре все взорвалось. Мы неоднократно это видели. Неоднократно, да, но я имею в виду, что мы имели такого закрытого, игнорирующего президента, и я, например, очень сильно связываю это с коммуникациями, да, даже больше, чем другие президенты, потому что все-таки там другие президенты, они пытались как-то реагировать. Вот. Но с этой властью, мне кажется, реакция не заставляет тебя ждать, да. Вот. Единственное, могут быть проблемы в сокрытии информации, недосказанности. Ну, то, что я вижу, это в лжи и манипуляциях, да, что нужно абсолютно остановить. Потому что журналисты, они за 2 секунды уже как бы узнают, где ложь, где манипуляция. И имидж, конечно, создается лживого манипулятора, да, так скажем. Что должно делать СМИ в этих условиях? То есть нам часто говорят, давайте больше позитивной информации. Угу. Вот на ваш взгляд, как должны себя вести журналисты в условиях пандемии? Какие-то тоже есть иные требования, или тоже мы не будем изобретать велосипед? Ну, мне кажется, в любом условии кризиса излишняя такая сенсационность, скажем, да, она как бы должна уйти, то есть все-таки тон должен быть спокойным. Мне кажется, информация, ну, так скажем, с подхода там, прав человека, да, с подхода разных теорий там, массовых коммуникаций, очень важно все-таки напоминать о мерах предосторожности. Мы вот в последнее время совершенно забыли, да, об этом напоминать и говорить. Третье, это в такой момент очень важно тоже социальную ответственность проявить и давать возможность людям больше получать информации, той, которая их интересует. Но сейчас очень много вопросов о вакцине, да, к примеру. И я знаю, ну, «Кактус», например, делает хорошие такие карточки, да, где вакцинироваться, куда сходить, телефон. Это все на самом деле то, что СМИ не обязаны делать, там, предоставлять телефоны, да, там, и так далее, но оно делает как часть своей там социальной ответственности, кризисных центров, телефоны, да, и так далее. То есть получается, что здесь журналисты имеют такую еще большую социальную ответственность в информировании, вот, и другие журналисты, они берут на себя такую роль фактчекера, что тоже очень-очень важно в период кризисов, пандемии, помогать людям различать информацию. И даже если другие СМИ просто будут перепечатывать фактчек, это уже полезно. Да. И что должны делать граждане, которые просто живут, вот, они хотят знать, но не хотят перегружаться?
Но, в принципе, можно очень дозированно потреблять информацию. То есть у нас, видите, у нас есть гигиена во всем, кроме потребления информации. То есть мы стараемся меньше есть, но почему-то мы хотим все объять, да, со всех сторон прочитать. В принципе, большинство информации, которую люди потребляют, они ее потребляют как обжоры, да, она им не нужна на самом деле. Да, но они ее потребляют. То есть здесь все-таки, мне кажется, нужна информация дозированная, информация о том, что реально важно, да, то есть, ну, зачем нам вот читать там кучу деталей о изнасиловании девочки, да, и перегружать свой мозг этим. Вот, проверять информацию, стараться найти первоисточник и так далее, сомневаться в этой информации. Вот, и, наверное, не знаю, вот это тоже очень вредная привычка, вообще вот сидеть по 8 часов в день в социальных сетях и перед сном. То есть люди уже перестали спать, потому что они там сидят очень долгое время и вот беспорядочно кушают, так скажем, эту информацию. Вот, и то же самое дети, вот сейчас замечаю тоже, кто онлайн учится, кто давно в школу не ходил, это дети, они абсолютно перегружены информацией с соцсетей, с ТикТоков, с YouTube, да, и так далее. Вот, то есть в первую очередь, мне кажется, гигиена должна касаться детей. Очень много есть инструментов, да, когда даже там телефон выключается через час. То есть, ну, например, я не знаю на других марках, но у меня у детей стоит, во сколько телефон должен выключаться, да, и так далее. Давайте, резюмируя нашу беседу, еще раз назовем 5, ну, может быть, 3 каких-то главных задач информации в период именно пандемии. Ну, первое – это информировать. Второе – это построить понимание, да, то есть когда мы получаем информацию, мы информируемся, но мы ее можем не понять. Третье – это восприятие. То есть мы можем построить негативное восприятие, мы можем построить позитивное восприятие. Вот. И исходя из этого мы можем в любом случае людей успокоить, неважно, негативная информация или позитивная, но самим наличием доступа к этой информации. Да. Второе, мы можем помочь им принять решение. То есть любое решение, основанное на большом количестве информации, оно будет лучше, чем на скудной, да, информации, улучшить вот этот процесс принятия решения. И, наверное, последнее, это информация, она позволяет прогнозировать будущее, да, и предотвратить какие-то ситуации. То есть, да, мы можем принять решение, но очень важно предотвратить ситуацию, очень важно правильно спрогнозировать и так далее. Вот. Ну, и оно может быть как оружие, да, тоже. То есть мы можем любой конфликт как бы разогреть, мы можем его успокоить, предотвратить. Вот. Словом можно убить, словом можно успокоить, да, поэтому надо быть очень осторожным и в производстве информации, и в потреблении. Понятно. Спасибо большое, Гульнура. Мы с вами говорили сегодня о праве на доступ к информации. Это наше основополагающее право, которое гарантирует нам Конституция. И никакая пандемия, коронавирус не могут нам это запретить. Спасибо вам за внимание. Приходите к нам в следующую пятницу. Спасибо. С вами была Гульнура Таралиева и Наталья Тимирбаева. До свидания.